Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Без малого год назад у нас в Якутске открылся единственный на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда». Вместо бывшего промышленного цеха появилось новое пространство, в котором разместились организации и компании, работающие на креативную экономику региона. И сегодня мы хотим поближе познакомиться с самим кластером и с людьми, которые тут работают, в мельчайших деталях. Начнем с директора. Само креативное сообщество, оно никогда не находилось в концентрации в одном месте, да, поэтому, конечно, это первый опыт был, ну, не только у меня, наверное, у всех моих коллег, и в том числе у республики. Мы постарались в квартале труда создать место, которое бы позволяло комфортно располагать работу резидентов. Также это место отдыха не только резидентов, но и горожан. То есть ваша задача была создать уют и комфорт для резидентов? И мы постарались здесь создать именно третье место. Это не работа, не дом, но это то новое направление, которое сейчас очень модное, именно комфорт. Для синергии креативных бизнесов, чтобы они дополняли друг друга и создавали что-то новое. Чтобы людям не хотелось отсюда уходить? Да. Сколько сейчас резидентов? У нас сейчас 36 резидентов и 14 сервисных организаций. Креативный кластер, он построен по принципу «город в городе», где можно не только работать, но и поесть. У нас есть спортзал, то есть полный блок услуг мы оказываем. То есть тут и поесть, тут и спортом позаниматься, и отдохнуть. Да, и поработать. И поработать. То есть утром приходишь? Ну, мы так и живем, как одна большая семья. Ну, ночевать-то хоть домой уходят люди? У нас основное направление, именно размещение здесь ребят, это кино, анимация и геймдев. Как правило, люди, связанные с творческими профессиями, это киношники и музыканты, они работают по ночам. Поэтому здание работает в круглосуточном режиме. У нас постоянно двери открыты. Но как бы это только под резидентов. Выставка у нас свободная для горожан, где свободный вход. Она работает, допустим, в нормальное рабочее время. Тогда получается, что дирекция тоже 24/7 работает, что ли, посменно? Или они тут без присмотра остаются? У нас в здании офисные помещения, которые мы сдаем в аренду. Также есть у нас общественные места. Ребята, которые наши резиденты, у них имеются за собой свои студии, и они в них работают так, как им удобно. То есть, когда хотят, тогда и приходят. А места еще есть свободные или все уже занято? К сожалению, мест свободных уже не осталось под аренду. Но мы сейчас прорабатываем концепцию создания большого кластера. Так как мы находимся в промышленном районе. В промышленном здании даже. Да, в промышленном здании. И в промышленном районе, где очень много заброшенных зданий, мы бы хотели расширяться дальше. Такая заявка, потребность у нас есть. А по какому принципу вообще сюда попадали резиденты? То есть насколько сложно было стать резидентом, если вы говорите, что мест уже нет? Ну, сначала, до того, как здание было реконструировано, это здание бывшего мясокомбината, которому дали вторую жизнь, создали сообщество, креативное сообщество, которое сказало, какое бы здание они хотели, какие бы они хотели здесь пространства видеть, да? Что здесь должен быть конференц-зал, что здесь должна быть концертная площадка, что здесь должно быть помещение под выставку. И в тот момент, в 2022 году, уже понимая, что должно быть внутри здания, был именно создан проект под креативное сообщество. Часть людей уже зашла тогда. То есть они уже понимали, что они будут здесь? Да, они уже понимали, что они будут, вот они ждали. А часть людей подавали нам заявки. У нас есть формат заявки, есть комиссия по отбору резидентов. И самая главная задача резидента – это создать продукт в течение 11 месяцев, за время аренды этого помещения, потому что на сегодняшний день ставки здесь льготные, которые нам компенсирует правительство республики, разницу в цене. Поэтому они создают либо это медиа-контент, либо, если вы дизайнер, то это у вас коллекция одежды. Если вы, допустим, парикмахер, то вы создаете какую-то тоже капсулу причесок, допустим, фестиваль проводите. То есть мы хотим поднять именно вот эту культуру, да, и развить направление креатива, которого вот как бы, чтобы люди и знали, горожане, что у нас вот они и есть. Но вот вы сказали про мероприятия, у вас уже прошло несколько ивентов, в общем, Да. вот про эту сторону скажите, этим кто занимается.
У нас прошло более 40 мероприятий с посещаемостью более 10 тысяч человек. В том числе у нас прошло 6 городских фестивалей. Это был опыт для нас первый. Мы давали ребятам возможность привести фестивали. Это опытные достаточно в городе Якутске организаторы, такие как Глита, Айкон. На сегодняшний день у нас уже сформирована команда организаторов мероприятий, и в октябре месяце мы проводим собственное мероприятие «Страшный уикенд», куда приглашаем всех. А что там будет? У нас будет большой тоже городской фестиваль. Мы планируем где-то посещение 1000 человек. Ну, это Хэллоуин, я правильно понимаю? Да. Вот. Будет концерт, примерно ориентировочно 15 артистов. Мы собираемся здесь организовать великолепное шоу, поэтому... Ну, это, наверное, костюмированная вечеринка Да, все-таки конечно. будет с дресс-кодом, да? Да, конечно. Без клыков не приходить. Да. Ну, желательно, конечно, да. А вот что тут еще... Вот это же не первое такое место, которое вообще создано на месте промышленного комбината. Ну, то есть в последнее время это вот мы знаем и «Стрелка», и «Красный Октябрь», да, и «Флакон». Вот. И эти места, они отличаются тем, что люди туда приходят и просто так. Горожане могут здесь, конечно, находиться. Здесь у нас есть песочница, в которой можно прийти и поработать человеку. Мы обеспечиваем, то есть если вы имеете свой бизнес, допустим, да, но у вас нет офисного помещения, вы могли бы у нас разместиться и поработать. То есть это открытая абсолютно площадка. Люди здесь встречаются, между собой знакомятся, коллаборируются, и возникают новые продукты, новые идеи. Одним из основных направлений креативной экономики является кинопроизводство. На территории кластера расположено несколько кинокомпаний, а также медиалаборатория, техническим директором которой является режиссер Дмитрий Кольцов. Сейчас небо сбилось. Нет, Все, максимум, да? Ну, окей. небо сбилось, это было хорошо. Ну, я не знаю, какой эффект сейчас у нас на камерах, но должно быть ощущение такое, что мы на ленских столбах как будто. Да, но в первую очередь эта технология подразумевает замену зеленого экрана, потому что когда мы хотим сымитировать съемку в какой-то местности, но у нас нет возможности туда поехать, допустим, у нас сейчас за окном декабрь, нам нужно доснять кадры для фильма, события которого происходит на нескольких столбах. Поэтому сейчас операторам даются рекомендации, режиссерам, чтобы они отфотографировали, ну, скажем, в фильме были какие-то действия, диалоги вот на этом фоне. Они снимают, мы это интерпретируем и форматируем под наш экран, и они могут сделать досъем вот примерно в таких условиях. Дело в том, что правильно выставляется свет, и очень важно, что над нами тоже есть еще один экран, который дает имитацию, ну, допустим, небесного света, света от неба. В обычных студиях это достаточно сложно добиться, вот это вот, если вы видите свет, который падает на плечи, свет, который идет от стены, на зеленом экране этого нет. Вот. И это в первую очередь дает возможность оптимизировать нам кинопроизводство и решить огромное количество проблем. Это вырезание зеленого фона. Ну, грубо говоря, мы можем не ехать сейчас на ленские столбы огромной командой, а отправить туда несколько операторов, которые сделают правильные футажи, отснимут правильные локации, и вся команда может приехать сюда в обед, ночью, в любое время дня и года. Фотобой — это живая картинка, которая сейчас это у нас как демонстрационная картинка, но это не все. Сейчас это в любом случае двухмерная картинка. Есть возможность делать так, чтобы наши камеры сегодня статичные, и при статичной камере сымитировать присутствие в этой сцене гораздо легче. Но если вдруг у вас есть задача, чтобы ваша камера двигалась слева направо или подъезжала к персонажу, то фон тогда тоже должен меняться. Потому что если вы будете подъезжать, то зритель увидит, что это стена. Он увидит разницу между вами и изображением. Для этого существует у нас специальная технология, основанная на движке Unreal Engine. Мы эти сцены переводим в трехмерный план. И когда мы двигаем камерой, параллакс картинки, то есть ее геометрия, тоже изменяется. Сейчас мы находимся в пещере.
Как раз сейчас работает технология XR. Технология, которая захватывает движение камеры, его положение в пространстве и под это подстраивает фон. Вот сейчас наш оператор будет идти слева направо или справа налево, как удобнее. И здесь у нас меняется картинка. Вот если вы видите, то мы немножко выглядываем из-за той же пещеры, и вся эта картинка подстраивается под наши движения. За счет этого нет ощущения того, что мы находимся на неживом фоне. И это как раз та технология, которая позволяет не просто снимать статичные картинки, а абсолютно реальные. Но для этого, наверное, нужна какая-то специальная съемка была в этой пещере? Или это нарисованная пещера? Нет, это нарисованная пещера. Сейчас мы практикуем технологию сканирования пещер. Ну, пещер, объектов. В данном случае, буквально недавно мы отсканировали главную скалу Ленских столбов, вот эту самую популярную. Вот сейчас наши ребята занимаются построением вот этой вот сцены такой трехмерной, чтобы вот эта возможность работы с захватом движения камеры, она была вот в той сцене. То есть мы подготавливаем сцену. Если есть задача большой съемки в локации вот такой динамичной, то получаем задание, делаем сканирование местности. Мы можем центр города сделать. Очень удобно, когда в многолюдных местах мы хотим что-то снять. Для этого можно часть улицы просканировать, загрузить ее сюда, и вам не мешают люди, вам не мешают зеваки, и вы можете снимать сколько угодно. Это может быть... хоть на Красной площади, хоть... Да. Мы когда были у коллег в московской студии подобное, но чуть больше, правда, они в тот день занимались съемкой локации на Арбате. То есть вы представляете, сколько на Арбате людей ходит. И вот они сделали таким образом. Здесь мы можем сделать все, что угодно. Сейчас это пещера. Также у нас есть полюс холода зимой. Опять же, мы летом можем снимать зимнюю локацию. Есть у нас даже Марс есть. И сейчас появляются все новые и новые сцены, которые расширяют наш арсенал для самых смелых творческих задач. Но подготовка, наверное, одной локации, это же куча усилий, времени. Смотря насколько сложная сцена, смотря какие задачи. Некоторые сцены, допустим, вот такую сцену мы можем сделать за день. То есть это не очень сложная сцена. Сцены, в которых есть именно сканирование, то есть мы берем какой-то реальный объект, мы должны его облететь на квадрокоптере, сделать специальную серию снимков, потом из этого сложить трехмерную сцену. Это, конечно, чуть дольше. Но результат оправдывает средства. Потому что в итоге это огромная экономия на логистике команды съемочной. Мы не зависим от времени дня, потому что очень часто бывает, допустим, в моем фильме «В ледовом черене», когда мы снимали, нам всегда нужно было, чтобы были облака, чтобы было пасмурно. Это была такая идея фильма. И когда солнышко открывалось, мы стояли и ждали. Потом короткий съемочный день, а тут мы можем круглые сутки снимать в одном временном отрезке. Допустим, это может быть обед, пасмурно, или солнце светит откуда-то оттуда. То есть, в принципе, если бы вот на квадрокоптере те же Ленские столбы облететь, мы могли бы сейчас картинку поменять, стоять где-то на вершине Ленских столбов, и вокруг нас самое вот эта важное, камера бы... что мы их облетели, и сейчас вот эту трехмерную картинку мы форматируем вот сюда. Мы их облетели, мы сделали трехмерную модель, и буквально вот на следующей неделе мы уже хотим представить первую сложную сцену с Ленскими столбами. В принципе, раньше все это делалось на зеленом фоне. Мы же подготавливали сцены, но зеленый фон и освещение, которое идет от зеленого фона, оно очень часто выдает то, что это зеленый фон. Здесь я повторюсь, что если бы мы сейчас загрузили сюда, ну, скажем, водопад Ниагара, то тот цвет, который идет от неба, он бы был бы более естественным. Или не знаю, ночной Гонконг. У него тоже свое освещение. То есть тут используется еще, вот, получается, верхняя панель. Сейчас у нас темный потолок пещеры, я так потому понимаю. что это пещера, да. Вот, мы можем ее немножко подсветить.
Но самое главное, И на пол можно тоже да, чего-нибудь насыпать. сейчас мы убрали, у нас здесь для демонстрации вот этой сцены у нас здесь был насыпан песок. Мы сейчас готовимся к другой сцене, к итальянским столбам, поэтому мы песок убрали, здесь будут камушки. Круто. Сейчас мы в процессе. От кино переходим к мультфильмам. Студия Сулусчан пробует себя в создании полнометражного анимационного фильма по мотивам произведения Платона Алексеевича Аюнского. То есть это очень уютная такая студия. Спасибо. Такой советский Лофт. лофт. Да, советский лофт. Что тут происходит? Чем Наша студия называется Сулусчан. Мы занимаемся дизайном, всевозможным дизайном, но в основном занимаемся логотипами, брендингом, фирменным стилем, разработкой. И вот в последнее время у нас появился такой запрос на то, что мы хотим самовыражаться, и это все вылилось в анимационный проект, над которым мы сейчас начали работать. Он так и плавно находится в процессе. Это анимационный проект, который называется «Кыгыл». В переводе с якутского это «красный», и он основан на произведении Платона Алексеевича Аюнского. Это не красный шаман? «Красный шаман», да, точно. Вот. Ну и это будет такая интерпретация, в основу лег сам роман, но он интерпретирован по-своему, с всевозможными такими интересными сюжетными поворотами. А это прям полнометражный анимационный? Ну, мы планируем полнометражный, да, хотим работать над полнометражным, но работу пока начали. Написан такой очень черновой сценарий. Есть первые раскадровки, как это примерно будет выглядеть, раскадровки сцен боевых, раскадровки. Есть концепты по тому, как выглядит главный персонаж, главный герой, и как выглядят абагы, там идет борьба с нижним миром, в общем. Поэтому все находится пока в концептуальном процессе, формате, но работа идет фоново постоянно, то есть постоянно об этом думаешь, как это будет, что это будет из себя представлять. Вот какие-то вещи открываешь для себя в обстановке, которая то есть не на работе, а где-то в фоновом режиме, там о чем-то, что-то пришло в голову, там вдохновение, все такое. А это будет прям рисованный, Да. как классический анимационный? Да. Прям рисованный мультик, то есть не 3D, Нет, не 3D, это будет такая не motion. олдскульная анимация. А как вы попали в «Квартал труда» и что вам дает нахождение именно в этом пространстве? Нам было очень интересно и очень приятно, что нас позвали на самом старте. То есть мы приняли непосредственное участие над упаковкой самого «Квартала». Мы занимались брендингом, разработкой логотипа и фирменного стиля для «Квартала труда». Наш руководитель Ростислав Павлов, он также был привлечен как потенциальный резидент, то есть сразу же тогда уже шла речь о том, что как резиденты здесь будут себя чувствовать, находиться, как они будут здесь работать. И, соответственно, это было достаточно давно, и вот мы сейчас здесь находимся, и все, о чем мы тогда мечтали и что мы себе представляли, оно в полной мере себя воплотило и открывает, наоборот, еще больше возможностей и горизонт, в общем, широкий, он полностью открыт, и очень интересно, что можно с такими возможностями дальше в жизнь воплотить. Ожидания совпали с реальностью? Да? Абсолютно. Они совпали, и мы, кроме того, что работали над фирменным стилем, мы также разрабатывали навигационный проект для «Квартала» и разрабатывали дизайн-код, потому что у нас здесь собрано самые яркие представители креативной индустрии нашего города, и нужно было представить, как они все будут соседствовать друг с другом, как это будет воплощено в жизнь. И мы работали также над дизайн-кодом, но и работа идет все еще, потому что сложно было работать с чем-то эфемерным, таким пространственным. Которое пока еще не заполнено. Которое пока не заполнено, непонятно, кто именно здесь будет, а сейчас уже есть какое-то наполнение, и уже более полная складывается картинка, как это выглядит, но и пазл мы все равно дополняем, дорабатываем, какие-то недостающие элементы вставляем. Киберпродюсерский центр «Сайброс» занимается компьютерной графикой, визуальными эффектами, иммерсивными технологиями и анимацией, а также захватом движения лица и тела для создания фильмов, мультфильмов и музыкальных клипов.
На данный момент Сайберс предлагает использовать технологию метавселенной Roblox как образовательную среду. Вячеслав, ну что такое продюсерский центр? Я немножко понимаю, а что такое киберпродюсерский центр? Ну, это практически то же самое, но речь идет именно о талантах, которые будут работать в цифровом мире. То есть мы сейчас говорим и о рынках, которые только сейчас начинают зарождаться, да? Многие их, наверное, пока не знают, не видят, да? Но они называются это метавселенные. То есть это целые виртуальные миры, где люди проживают свою вторую жизнь некоторые, да? То есть там есть уже своя, так сказать, внутренняя экономика, да? Цифровая экономика, своя собственная валюта, которые можно выводить в реальные деньги. Соответственно, там тоже можно зарабатывать, да? Для этого тоже надо иметь определенными компетенциями, да, то есть там в этих мирах также существуют так называемые операторы миров, но их можно назвать гидами, да, то есть уметь ориентироваться в этих мирах, а также создавать там внутри контент. То есть мы сейчас говорим про анимацию, то есть там же нужны эти же персонажи, да, какие-то объекты окружения, да, то есть это какая-то интерьерная, архитектурная визуализация, да, вот, а также есть многие знают о том, что вот социальные сети, да, это в основном там речь идет именно о заработках с помощью цифровых, так скажем, цифрового контента, да. Там тоже начали появляться так называемые цифровые клоны некоторых блогеров, да. Тенденция уже как бы активно так растет. Если мы говорим, сейчас говорим не про Якутию, да, а мы говорим про весь мировые мир. тренды. Да, про весь мир, да. Где требуется очень много уникального контента, да? То есть нам есть о чем рассказать. Мы можем это показать. Для этого, соответственно, мы должны здесь создать такое место для коллаборации людей с разных творческих направлений, да? Это же те же актеры, да? Те же художники, музыканты, танцоры, да? И они вместе, объединившись, могут создать этот контент. Здесь как раз всему этому мы здесь будем обучать в креативном кластере, в киберарене, да? Здесь есть оборудованная площадка, есть несколько зон, да, вы до этого были в XR студии, да, также скоро появится студия захвата в движении и так далее, да. И все это нам позволит именно разрабатывать именно вот эти вот миры, да, виртуальные миры, где есть очень большой источник дохода для нашей республики, так скажем, наверное, да. Вот. Наверное, проще сказать, что это игра. Игры, да, компьютерные игры, мобильные игры, да. Но там немного все по-другому устроено. То есть там есть уже цифровые копии каких-то городов, да, определенных. Там даже проходят большие мероприятия, концерты проходят, да, выставки и так далее. Там люди также платят, как и в реальной жизни. Но вы хотите свои там миры создавать или в какие-то уже существующие Есть вот, да, заходить? нет, есть существуют большие, да, так скажем, метавселенные, да, глобальные миры, где будут свои такие, небольшие миры. Это может быть место для, там, допустим, для того же СЭХа, да, в каком-то метавселенном, допустим, в том же Роблоксе, да, или в Майнкрафте, да, создать такие локации и приглашать туда людей уже за деньги. Ваша задача-то вот какая? Наша задача компания? именно обучить. То есть вы кадры готовите? Да, мы обучаем и продюсируем. То есть не обучаем и отпускаем, да, а именно обучаем какому-то конкретному навыку, да, и мы видим, где этот навык можно в какой команде применить. Мы говорим, есть такие-то команды, вы можете к ним присоединиться и предложить свои услуги, да, грубо говоря, свои навыки, и совместно создать что-то, допустим. Креативная экономика – дело молодых и дерзких. Этот принцип, как никто другой, подтверждает Кира Тарасова. В 16 лет она вошла в топ-100 креативных лидеров Якутии. Меня зовут Кира Тарасова, мне 17 лет. Свой путь я начинала в 13 как фэшн-стилист. Первый свой бизнес запустила в 14. Это была небольшая контент-студия. Она находилась в деловом таком помещении, небольшая квадратура, низкие потолки, что совсем не соответствовало требованиям студии. Как в 13 лет становятся фэшн-стилистами? Я загорелась этой идеей, побывав на мастер-классе, после чего родители подарили мне курс. 3 месяца я обучалась на фэшн-стилиста, работала на модных показах, на творческих и коммерческих съемках, набиралась опыта и развивалась. В топ-100 креативных лидеров Якутии я попала в 15 лет. С каким проектом? Это вышло так спонтанно, можно сказать. Тогда я участвовала в международном конкурсе «Платье для Джульетты», которое проходило в Италии. Со своей командой заняли 1 место. И думаю,
вот это вот стало толчком. Облик современного города невозможно представить без интересных архитектурных решений. Благоустройство городской среды – одна из важнейших задач в развитии любого города или села. Именно над этим трудятся ребята из архитектурного бюро «Намада». Я правильно понимаю, что это бюро называется «Кочующие архитекторы»? Ну, можно сказать так. На самом деле наше архитектурное бюро называется «Намада», что можно перевести как «кочевники». Почему? Ну, когда мы придумывали название, мы мечтали, что будем путешествовать по всей Якутии, исследовать ее, открывать новые города и села для нас с архитектурной стороны. И будем архитекторами-исследователями и архитекторами-кочевниками. Ну, можно сказать, наша мечта сбылась. Наши проекты есть во многих малых городах и селах республики. В основном мы занимаемся проектами благоустройства, то есть это дворы, парки, площади, набережные. Также участвуем в больших конкурсах. У нас есть победа во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», а также в Дальневосточном федеральном округе. Побеждаем в конкурсах 1000 дворов, тоже на уровне Дальнего Востока. И наши проекты уже реализуются и реализованы во многих наших местах, городах. Еще мы делаем мастер-планы и дизайн-коды. Есть мастер-план села Магарас. И дизайн-код мы к нему разрабатывали. Также мастер-план города Алёкминска. И сейчас работаем над мастер-планом Нюрбы. Вау, вот это круто, это прям новое же модное направление. Да, сейчас многие наши города и села подтягиваются. Администрация вообще старается не отставать, потому что они видят, что это действительно работает и реализуется. Я так понимаю, что с мастер-планами у нас мало кто работает. Да? Архитектурных бюро в Якутии пока мало, ну как сказать, мало, можно буквально пересчитать, мы знаем друг друга все, кто этим занимается. Но так как спрос растет, я думаю, начнет появляться много других архитектурных бюро. Как я понимаю, ну вот мы снимали отдельную программу тоже по мастер-плану Якутска, да? Как мне там объясняли, что вот главное отличие мастер-плана от, ну скажем, генплана, да, в том, что это не чисто архитектурный документ, а он очень сильно завязан на экономику. Да, да, действительно, он совмещает в себе много разных документов и на самом деле делает его более читабельным для тех, кто пользуется, да, то есть для администрации города. Если, например, мэр города поменяется там через 5 лет, то мастер-план он останется, так как он разработан на лет 10-15 вперед. И у следующего мэра, да, уже будет готова инструкция, чем заниматься, как развивать свой город или село. И мастер-план, он действительно более наглядный. Если градостроительный план или генплан, там же еще есть много. Вот его и прочитать надо да, уметь его надо, еще. это технический документ, да, он создан для специалистов. То мастер-план, он уже более осваиваем, и администратор или тем, кто этим занимается, он уже лучше вникает в пространственное и экономическое развитие. Зачем поселению дизайн-код? Дизайн-код, мне кажется, это вообще обязательные рекомендации, набор правил для сел, так как они вытаскивают именно характер места, да, самоидентификацию города или села, или поселка. Можно даже разделить на две части. Да? То есть, с одной стороны, это унифицированные скамейки, урны, адресные таблички, с другой стороны, это уже характер места. И человек, когда видит порядок, да, упорядоченное место, где он живет, он уже лучше себя с ним позиционирует. Он о нем начинает заботиться, больше ценить и транслировать это уже на окружение. Ну вот вы сказали вытащить идентификацию да, местности. На самом деле, ну вот часто так бывает. То есть, с одной стороны, можно придумывать дизайн-код для там, ну, нового, вновь создающегося какого-то поселения, которое только планируется. Это, ну, в принципе, наверное, можно. А вот когда уже ну, село существует, там, не знаю, 3 века, допустим, да, и прийти со стороны и придумать дизайн-код просто так, наверное, невозможно. Действительно нужно для этого понять сначала характер местности. Да, мы как раз работаем с городами и селами, которые уже давно существуют. Да? У них есть своя история, своя культура, свои легенды, мифы.
И в процессе разработки мы общаемся с жителями, посещаем это место, видим его натурное исследование проводим. И уже из этого совместно с жителями, с администрацией создается вот это лицо города. Что вам дает это пространство? То есть вот, почему вы находитесь здесь, как вы сюда попали, я имею в виду в квартал труда, да, и что это место вам дает? Мы как раз планировали расширяться год назад и искали себе подходящее помещение. И несмотря на то, что квартал труда находится достаточно далеко от центра, а мы раньше находились в центре города, нас этот кластер привлек тем, что здесь будет собираться креативная молодежь, креативные люди. Мы будем всегда находиться в центре каких-то событий, творческих движух. И нам как раз этого хотелось. Получили то, что ожидали? Да, квартал труда дает очень много. Мы участвуем и в их мероприятиях, и сами стараемся что-нибудь устраивать, и они нам содействуют в этом. Но сейчас мы являемся единственным архитектурным бюро, которое занимает квартал труда. Я считаю, что нам повезло получить здесь помещение. А вот как профессионал, как архитектор, вот, к тому, что, как тут преобразилось вот это вот бывшее производственное помещение, что скажете? Вообще промышленные пространства, они идеальны для переформатирования. И как раз офисы, коворкинги, экспозиционные территории, они хорошо вписываются в промышленное здание, бывшее промышленное здание. Нас здесь привлекают большие окна, высокие потолки, большие пространства и интересная архитектура. Не только из золота и бриллиантов можно создавать ювелирные украшения, хорошая фантазия и умелые руки превращают в произведение искусства даже дерево. Мы уже работаем 6-й, даже скоро будет 7-й год. Мы занимаемся производством бижутерии из дерева. Это моя авторская идея. Сейчас уже у нас целая команда, работает целая мастерская. Продаем мы по всей России, на Озоне, на Валберес. Много посылок уходит за границу. Популярность растет, чему мы очень рады. В кластер заехали в августе месяце этого года. А вот технология, то есть каждая вот эта штучка, она прям вручную расписывается? Каждая штучка вручную не расписывается, но есть модели, которые дорисовываются, эскиз рисуется, получается, вручную, потом это мы цифруем и печатаем. Но есть модели, которые сверху очень много ручной работы. Клеится поталь, фольга, блески, дорисовывается вся металлизированная краска. Потом заливается, лакируется, это все, естественно, вручную. А так вот несколько эскизов, и эскизы вы рисуете, да? Эскизы. Сейчас я уже занимаюсь, у меня уже свой здесь художник, я занимаюсь в основном концепцией, идеей, фигурами, формами и отдаю уже разработанную идею художнику. Художник все это доделывает, потом мы вместе обсуждаем, кое-что поправляем, кое-что переделываем и итоговое уже отправляем в производство. Это березовая фанера, первый класс. Обычная березовая фанера? Первый класс, да. Первый класс это без сучков. Ее изначально шлифуют, потом вырезаем на лазерном станке. Вот уже форма вырезается? Да, уже определенная форма вырезается. И сверху после рисунка заливается смола. И уже потом лакируется, потом идет уже цех собирает. Вначале, получается, я работала вообще сама, одна, в декретном отпуске, сидя дома. А потом уже, когда почувствовала, что есть спрос, наняла первых помощниц, вторых, третьих, и так, получается, мы разрастались. Сейчас мы выпускаем около 3000 изделий. Оттуда, получается, 1000 уезжает в магазин наш. Каждую неделю мы в Валберес отгружаем больше 300 штук. Это, получается, около 1500 уезжает в Валберес, на склады Валберес в Москву. И 1000 уезжает заказа с Озона. А есть украшения, выпускаются до сих пор по самым первым эскизам, которые вы рисовали? Есть такие украшения, которые
И даже сидя дома, я вот делала их, и до сих пор мы их сейчас продаем. На Валбересе даже они очень популярные. Также очень интересно у нас разлетаются по всей России наши национальные якутские украшения. Например, вот такое колье, да. Очень много заказывают с России центральной. Мы все время удивляемся, кто там их носит, но спросом пользуется. Как вам вообще в голову пришло, что из дерева можно делать, из фанеры можно делать украшения? Я вообще по специальности инженер-технолог по ювелирному производству. До декрета очень много лет работала художником ювелирной нашей промышленности Якутии. Потом в декретном отпуске, сидя дома, это был единственный доступный материал. Сидя дома, как бы золотом, серебром не займешься, поэтому вот нашлось то, что под руку попало, то и получилось. Все процессы разделены по этапам, по операциям получается. То есть один мастер не делает украшения от начала до конца. У нас конвейерная система. Кто-то заливает, кто-то режет, кто-то клеит, кто-то смолу заливает, кто-то лакирует, кто-то собирает. Тут очень долгий процесс занимает сама смола, лак, потому что Пока оно застынет. да, лаком залили и забыли на 24 часа. Слой лака сделали, забыли на 24 часа. И буквально этого может занять неделю. А коллекция у нас обновляется посезонно, то есть весна, лето, зима, осень. Сейчас уже у нас вовсю идет подготовка к Новому году. Креативная экономика невозможна без креативных кадров. Именно их подготовкой займутся в образовательном хабе «Синергия», который также расположен под крышей квартала труда. Synergy Creative Hub — это образовательное пространство, которое будет заниматься подготовкой креативных специалистов для креативной индустрии, но это больше дистанционное образование для детей и взрослых, которое будет направлено на профориентацию обучающихся и на профопределение уже взрослого населения. Но вот у вас сейчас, я так понимаю, мы не в вашем помещении, потому что там идет ремонт пока, Да. но набор слушателей будет когда? Или уже есть желающие, которые ждут? Уже есть желающие, которые ждут. К нам уже обращаются и дети, и взрослые, спрашивают, когда у нас начнутся курсы дополнительного образования. Мы будем запускаться, вот уже ремонтные работы у нас сейчас идут, это завершающий этап оснащения будет креативного хаба, и планируем с января 2024 года уже начать набор и реализацию образовательных программ. Первый этап образовательных программ будет направлен на анимацию, так как это инициатива факультета анимации университета «Синергия». Да, есть у университета «Синергия» соглашение с Союзмультфильмом, и в рамках этого у нас будут реализованы программы по 2D анимации, по прорисовке персонажей. Персонажи фона направлены на анимацию и движение не только людей, но и животных, то есть в этом плане будет организована работа, но в последующем, с последующих годах мы будем расширять этот спектр образовательных программ и будем охватывать уже более шире креативные направления, будут включаться и графический дизайн, моушен дизайн, 3D дизайн. То есть все, что сейчас модно и да, все, что востребовано. модно, востребовано, то, что относится к креативной индустрии, все у нас будет по мере развития нашего хаба включаться. Получается, будут отдельные программы для школьников и для взрослых? Да, в зависимости от возрастных, от особенностей слушателей, программы будут, то есть будут разработаны с учетом возрастных особенностей слушателей. Две программы будут? Или для младших школьников тоже что-то будет? Да, вообще планируется, что программы будут учитывать возрастные особенности соответствия. Это младший школьный возраст, средний школьный возраст и взрослый. А нужно что-то уметь, чтобы поступить? То есть какой-то начальный, уметь рисовать? Желательно, конечно, иметь какие-то творческие способности, наклонности, но это никак не ограничивает наш круг слушателей. Любой желающий может подойти, записаться и попробовать для себя креативные какие-то индустрии, креативную специальность освоить. То есть, подождите, а если желающих будет больше, чем вместе ваше пространство хаба? Надо сказать, что университет «Синергия» в городе Якутске реализует два проекта. Это первый проект — это колледж цифровых профессий «Синергия», и второй директором проект, директором которого я являюсь, и креативный хаб. И колледж, в свою очередь, тоже будет реализовать дополнительное образование, если будет такое, что желающих очень много будет обучаться в креативном хабе. У нас в колледже тоже реализуется уже специальное среднее профессиональное образование, анимация, также графический дизайн. То есть мы тоже с радостью ждем слушателей на наше дополнительное образование.
То есть тут как бы курсы, если, у нас- если прям профессия специальная, Да, что в если, колледж? ну, например, если человек пришел сюда, школьник, да, прошел курс, и он понял, что это вот креативная индустрия, анимация, графический дизайн, это его. Что он этим хочет да, заниматься. он хочет этим заниматься, мы его приглашаем к нам в колледж, поступить и освоить эту профессию, уже получить диплом. А если, ну вот взрослый человек пришел, поучился, он может после этих курсов работать? То есть ему достаточно будет ему навыков, чтобы создавать вот персонажей? как Да, вы там говорите? все равно курсы будут, программа курса будет разработана таким образом, что при завершении все равно какие-то навыки уже будут сформированы профессиональные. И с этими навыками человек может работать. Ну дальше практика, практика, Да, практика. практика, и может дополнительно записаться на какие-то курсы, да, не только которые реализуются в хабе, ну, по своему желанию, на любые курсы может записаться. Потом у нас же очень сейчас развито вот это самозанятые, да, понятие самозанятых, и человек может устроиться самозанятым, и даже учась, осваивая вот эти компетенции, и не только вот дополнительное образование, но и обучаясь в колледже, студенты, у нас есть опыт, что трудоустраиваются. У нас уже сейчас надо сказать, что в рамках реализации проекта колледж цифровых профессий у нас заключено соглашение и с корпорацией развития Якутия, с рекламными агентствами, и с Алмаз-Эргенбанком по подготовке вот этих специалистов креативных индустрий. У нас основная миссия, это как бы основная цель, это практикоориентированное обучение. У нас преподаватели, педагоги — это реальные практики. То есть и в колледже, и в креативном хабе у нас будут преподаватели, это представители вот этих отраслей. Будут привлекаться преподаватели и с факультета анимации, и с Союз мультфильма, будут выполнять реальные какие-то кейсы. То есть у нас, да, практикоориентированное обучение. То есть это не оторванное там, Да, от не оторванное от реальности производства, какая-то да, это теория, прям, да. прям что-то такое, что можно... Да, реальные задания будут, реальные кейсы. Это платное обучение, правильно я Да, понимаю? обучение платное. Насколько платное? Ценовая политика сейчас разрабатывается, и надо сказать, что мы сравниваем цены, анализ сделали, мониторинг стоимости образовательных услуг в Якутске, и наша стоимость будет ниже рыночной, ну, где-то примерно на 10%. Курсы будут длиться от 3 до 6 месяцев, будут и короткие мастер-классы, и недельные ну, вот такие курсы, но стоимость, она будет как ниже рыночной. Креативная экономика – это действительно наше будущее, и сегодня мы убедились, что для ее развития у нас есть все. И надеемся, что квартал труда разрастется до размеров города и креативной республики. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.